Сәлеметсіз бе достар? Добрый день, ребята. Алтыншы сынып орыс тілі және әдебиет параграф 57. Мифы об Атлантиде. Добрый день, друзья. Урок русского языка и литературы 6 класс. Параграф номер 57. Мифы об Атлантиде. Мифы об Атлантиде. Сегодня на уроке вы узнаете о мифах, древних преданиях, о родине мифов, будете анализировать содержание небольших текстов, определять свою позицию и делиться мнением, выбирая одну из гипотез, данных в текстах. Итак, миф – греческое слово, которое означает сказание, повествование. Мифы – это древние предания, рассказывающие о легендарных героях, богах, явлениях природы. Как вы думаете, какая страна является родиной мифов? Итак, упражнение номер 1. Ознакомьтесь с ключевыми словами текста. Философ, чемпион, школа, академия. Послушайте текст и обоснуйте выбор ключевых слов. Сформулируйте к нему тонкие и толстые вопросы. Платон – знаменитый греческий философ. Его настоящее имя – Аристокл. Платоном его прозвали за силу и широкую грудь – Платос, значит широкий. В молодости он занимался борьбой и был чемпионом истмийских игр, соревнований, похожих на Олимпийские игры. Платон происходил из семьи царского рода, рос и воспитывался, общаясь со знаменитыми поэтами и писателями, художниками и актерами. Платон открыл свою философскую школу. Дом его находился недалеко от того места, где, согласно легенде, похоронен мифический герой Академ. Поэтому школу Платона назвали Академией. И теперь многие высшие учебные заведения называют Академией. Итак, давайте выполним задание к первому упражнению. Так, нужно было составить тонкие и толстые вопросы. Итак, какое настоящее имя было у Платона? Почему его прозвали Платоном? Каким видом спорта он занимался? Чем истмийские игры похожи на олимпийские? Откуда происходил Платон? Как называлась школа Платона? Почему Академия получила такое название? Толстые вопросы требуют рассуждения, анализа и мнения. Как занятия спортом могли повлиять на становление Платона как философа? Почему знатное происхождение Платона могло сыграть роль в его образовании? Как вы думаете, почему идеи Платона оказались важными для последующих поколений? Какое значение имеет слово «академия» в современном мире? Почему философия Платона до сих пор изучается в школах и университетах? Как бы сложилась судьба Платона, если бы он не увлекся философией? Упражнение 2. Прочитайте, определите тему текста и сформулируйте основную мысль. Найдите предложение с модальной частицей, которая выражает не только вопрос, но и сомнение. Выпишите четвертое предложение, какое значение придает ему частица «не». Передайте содержание текста одним предложением. Атлантида. Однажды ночью боги послали огонь и землетрясение такой силы, что царство Атлантида оказалось глубоко под водой, и его никогда не смогут найти снова. Так говорится в мифе, который рассказывал Платон более чем 2300 лет назад. Современные ученые спорят, имел ли Платон в виду настоящую Атлантиду, погрузившуюся на морское дно, или просто придумал ее. Писатели-фантасты сочинили об Атлантиде не один приключенческий роман, а загадка Атлантиды так и осталась увлекательной тайной. Итак, давайте выполним задание к тексту. Тема текста – Атлантида и ее загадка. Основная мысль – история об Атлантиде остается одной из самых загадочных тайн, вызывая споры среди ученых и вдохновляя писателей. Предложение с модальной частицей, выражающей вопрос и сомнения. Современные ученые спорят, имел ли Платон в виду настоящую Атлантиду, погрузившуюся на морское дно, или просто придумал ее. Частица «ли» выражает вопрос и сомнение.
Так, четвертое предложение. Писатели-фантасты сочинили об Атлантиде не один приключенческий роман. Значение частицы «не» в этом предложении. Частица «не» используется для усиления смысла, подчеркивая, что написано много романов, а не только один. Содержание текста одним предложением. Легенда об Атлантиде, описанная Платоном, до сих пор остается неразгаданной тайной, вызывая спор у ученых и вдохновляя писателей. Итак, упражнение 3. Прочитайте, объясните название текста, найдите описание атлантов. Секреты затонувшей Атлантиды. Впервые Атлантида встречается в сочинениях Платона как государство с идеальной политической системой. Согласно описаниям Платона, Атлантида – остров огромных размеров, расположенный за геркулесовыми столпами. Современные ученые в связи с этим определяют положение континента в Средиземном море за проливом Гибралтар. Платон также отмечает, что Атлантида находится на равнине, а ровно по центру возвышается холм, на котором располагались холмы богов. Город был окружен несколькими рядами каналов, затопленных водой и земляными насыпами. Жители легендарной страны напоминали сегодняшних индейцев. Были черноволосые и кореглазые, атлетического телосложения. Атланты жили в гармонии с природой и обладали утерянными сегодня знаниями. Телепатией, гипнозом могли не только лечить болезни, но и замедлять сердцебиение. По легенде, со временем атланты стали очень жадными и корыстолюбивыми, стремились к материальному благополучию. Боги разозлились на Атлантиду и разрушили ее в течение суток. Волны-убийцы навсегда скрыли материк в морской пучине. Итак, выполним упражнение 3. Объяснить название текста. Название «Секреты затонувшей Атлантиды» отражает основную тему тайны и загадки, связанные с легендарным островом, который, согласно мифам, исчез под водой. Описание атлантов. Внешность черноволосые, кореглазые, атлетического телосложения. Образ жизни. Жили в гармонии с природой. Способности. Обладали утерянными знаниями, телепатией, гипнозом. Могли лечить болезни и замедлить сердцебиение. Этот текст показывает, что Атлантида была не только развитым государством, но и местом, где люди обладали уникальными знаниями, которые со временем были утеряны. Итак, работа в парах. Первый столбец, второй столбец. Как описывается Атлантида в сочинениях Платона? Где находится Атлантида? Кто такие атланты? Какими знаниями они обладали? С какой целью город был окружен несколькими рядами каналов? Почему боги разрушили Атлантиду? Как вы понимаете выражение волны-убийцы? Предположьте, если бы Атлантида не ушла под воду, какой бы стала она цивилизацией? Итак, ответы на данную таблицу. В первом, Атлантида описывается как могущественное и развитое государство с богатыми землями, мощным флотом и высокоразвитой культурой. Согласно Платону, Атлантида находилась за Геракловыми столпами, современный Гибралтарский пролив в Атлантическом океане. Атланты – это жители Атлантиды, потомки Посейдона, обладавшие силой, знаниями и высоким уровнем цивилизации. Четвертое. Атланты обладали знаниями в архитектуре, астрономии, инженерии, навигации, что позволило им создавать могущественное государство. Город был окружен несколькими рядами каналов для защиты удобства, передвижения и орошения земель. Боги разрушили Атлантиду из-за гордыни и морального упадка ее жителей. Волны-убийцы – это огромные разрушительные волны, вызванные подводными землетрясениями или цунами. Возможно, Атлантида стала бы одной из самых развитых цивилизаций, лидером в культуре и технологиях.
Упражнение 4. Лексический комментарий. Выпишите из текста секреты затонувшей Атлантиды группу существительных, объединенных темой географии. Обозначьте окончание и укажите склонение. Итак, Атлантида, окончание А, первое склонение. Государство, окончание О, второе склонение. Остров, окончание нету, второе склонение. Континент, окончание нету, второе склонение. Море, Е, окончание Е, тут немножко знак окончания съехал, ничего страшного. Второе склонение. Пролив, нет, окончание, второе склонение. Равнина, окончание А, первое склонение. Холм, нулевое окончание. Нет, окончание, второе склонение. Город, нулевое окончание, второе склонение. Канал, второе склонение. Вода, окончание А, первое склонение. Насыпь, третье склонение. Материк, второе склонение. Так, выпишите из текста секреты затонувшей Атлантиды, служебные части речи, распределив их по группам, предлоги и союзы. Итак, предлоги в, как, с, за, по, на. Союзы и, что, согласно, а. Итак, упражнение номер 6. Прочитайте текст, соответствует ли название содержанию текста, обоснуйте свой ответ. Это задание по тексту «Гибель великой цивилизации». Атлантиду поглотили воды Атлантического океана около 10-12 тысяч лет назад. Во всех мифах и легендах мира упоминается всемирный потоп, в результате которого погибло почти все человечество. Ученые предполагают, что Атлантида погибла вследствие падения на Землю огромного метеорита, что вызвало цунами вселенского масштаба и стало причиной смещения земной оси и изменения климата на планете. Интересен тот факт, который вошел во все сказания, что основатели всех возникших после потопа цивилизаций появились вдруг, приплыв с какого-то другого исчезнувшего материка. Считается, что уцелевшие после потопа атланты разбрелись по всему свету и передали свои знания египтянам и майя. Поэтому так похожи наследие этих великих цивилизаций. Все они строили пирамиды и поклонялись богам. Атлантида и сегодня точно магнитом притягивает ученых. Где только не искали этот континент. В Атлантическом океане, в Бермудском треугольнике, глубоко на дне океана обнаружена пирамида. Появилась первая версия. На острове Терра нашли древние руины храмов, вторая гипотеза. В Южной Америке обнаружена плата с холмом посередине, окруженная кольцами. Третья гипотеза. У побережья Кубы с помощью гидролокатора при научных исследованиях случайно обнаружены руины затонувшего в древние времена города. Четвертая гипотеза. И последняя гипотеза, что Атлантида – это Антарктида. К этой мысли привел тот факт, что на древних картах Антарктида обозначена свободной ото льдов поблизости экватора между Африкой и Америкой. Очертания Атлантиды на старинной карте 1665 года полностью совпадают с контурами Антарктиды. Итак, соответствует ли название текста? Название «Гибель великой цивилизации» соответствует содержанию текста, поскольку в нем рассказывается о возможных причинах исчезновения Атлантиды, ее влияния на последующие цивилизации и попытках ученых найти доказательства ее существования. Текст посвящен не только мифу о гибели Атлантиды, но и версиям ее исчезновения, что подтверждает ключевое слово «гибель». В названии Атлантида описана как развитая культура, передававшая знания другим народам, часто народам, что подтверждает слово «великая цивилизация». В тексте перечислены различные гипотезы о местонахождении Атлантиды, подчеркивая ее загадочность и историческую значимость. Таким образом, заголовок удачно отражает основную идею текста. Итак, работа в группах по тексту «Гибель великой цивилизации». Ответ предоставлен
Далее. Итак, ответы к заданию «Работа в группах» на странице 65. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите, задавайте вопросы в комментариях. До скорых встреч.